Грузопоток по железным дорогам на восток России за январь-апрель увеличился на 8% и достиг 97 миллионов рублей. Об этом сообщили на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством полпреда президента Юрия Трутнева. Перевозки возросли как во внутрироссийском сообщении восточного полигона, так и в экспортном. Обсуждалось развитие железнодорожной инфраструктуры, модернизация БАМа и Транссиба. По данным Минтранса России, сейчас прорабатывается вопрос реализации концессионных соглашений в отношении 4 объектов. Речь идет о втором Северомуйском тоннеле, втором Кадарском тоннеле, втором Кузнецовском тоннеле и мосте через Амур. По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил Минтрансу совместно с Минэкономразвития и РЖД представить предложение о приоритетных грузах, перевозимых через восточный полигон. Необходимо проанализировать актуальные заявки. Железные дороги сегодня говорили о том, что не все заявки подтверждены реальными объемами перевозки. Во-вторых, определившись с тем, что нам реально необходимо перевести, надо понять, какой объем необходимых работ может произвести Росжилдор, а остальной объем необходимых работ просто разобраться, кто может сделать. Летние отпуска якутянам придется планировать с учетом изменения логистики перелетов из Якутска в центральные города. С 15 мая в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорт вынужден ограничить прием больших воздушных судов. Перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города будут осуществляться с пересадками. Подробнее в сюжете Александра Хавренко. С 15 мая начался очередной этап работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. По завершению работ ее длина составит 1800 метров. Сейчас мы выполняем работы по фрезерованию пандуса асфальтобетонного. Эти работы будут завершены через 5 дней. И мы приступаем к бетонированию 175 метров для того, чтобы обеспечить рабочую длину полосы километр 800. По плану реконструкция именно полосы заканчивается 15 августа. Все подготовительные работы выполнены, техника, люди мобилизованы. Одной из основных причин реконструкции является невозможность аэропорта Якутск на сегодняшний день принимать на посадку самолеты Б-200 МЧС России, которые могут быть задействованы при тушении лесных пожаров. К 15 июня, когда будут завершены работы по удлинению полосы, Б-200 смогут садиться в Якутске. 15 июня этот срок как раз подходит к пожароопасному сезону. И мы, безусловно, должны, чтобы этот подрядчик выдержал все сроки, свои обязательства, чтобы мы в случае, конечно, неприятных событий могли привлечь самолеты и воздушные судна МЧС России, чтобы Б-200 садились и, конечно, помогли у нас в лесопожарной ситуации. На время реконструкции будут ограничены полеты некоторых воздушных судов, что повлечет за собой изменения в логистике перелетов из Якутска в центральные и южные регионы. Рейсы будут осуществляться с техническими посадками через Нижневартовск и город Новосибирск. Якутия будет летать 2 раза в день до Москвы, соответственно, С-7 3 раза в день на более маленьком самолете и 1 раз в день будет летать до Иркутска на более современном и комфортабельном самолете, большей вместимостью Airbus 320 Neo. При этом все субсидированные программы по покупке авиабилетов продолжат работать. А подрядчики заверяют, что приложат максимум усилий для досрочного завершения работ. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В период весенней распутницы движение грузового транспорта по региональным дорогам временно ограничили. В Якутии передвижные посты весового контроля для грузовых машин выставили на дорогах НАМ и УМНАС. Так, в период весенней распутицы временное ограничение нагрузок на одну ось 7 тонн, на двухосную тележку 6 тонн, на трехосную тележку также 6 тонн. Ограничение будет действовать до 15 июня. Тем временем активная фаза ледохода на реке Лени находится в районе города Ленска. В час дня на городской набережной дистанционно провел совещание начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин. Он дал информацию по гидрологической обстановке на реке.
Так, подъем уровней воды накануне начался по причине затора, который образовался ниже по течению. Там было недостаточно уровня воды, чтобы толкнуть скопившиеся льдины. Генерал-майор также добавил, что наготове вертолет, взрывники и взрывчатка при росте воды до критической отметки проведут взрывные работы. На данный момент активная фаза ледохода на территории Ленского и Алекминского районов. Основной ледоход в Ленском районе. Нижняя кромка наблюдается у села Мурья, верхняя у поселка Хамра. Но хочу напомнить, что ниже населенные пункты там тоже мы пролетели, это на территории Алекминского района. Там тоже не совсем еще лед готов, потому в связи с этим мы сейчас будем продолжать мониторить поднятие уровня воды, чтобы если вдруг сейчас проведем взрывные работы, мы можем затопить населенные пункты на территории Алекминского района, ну и, соответственно, на территории Хангаласского района. Мы тоже этого не можем допустить. Ну, здесь пока уровни держатся, переживать пока населению, я думаю, не стоит. Мы для этого сюда и прибыли, чтобы предупредить эту ситуацию. Районам Якутии напоминают о запрете на проведение сельхозпалов. Сжигание сухой растительности приводит к крупным ландшафтным лесным пожарам. Ежегодно на территории региона фиксируют большое количество термоточек, которые появляются из-за сельхозпалов. За нарушение этого требования могут оштрафовать, а сельхозпредприятие лишить средств господдержки. Подробности в сюжете. Традиционно весной с наступлением солнечной погоды возрастает количество пожаров от пала травы, который с легкостью может стать причиной серьезных пожаров. Так, в одном из частных дворов в селе Актемцы от пожара пострадало 3 участка. В ходе дознания установлено, что пожар начался из-за пала. Правительством России с 2015 года запрещено выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения. С 12 мая на землях лесного фонда Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского и Якутского лесничества установлен пожароопасный сезон. В целях предотвращения лесных пожаров Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. Пожароопасный сезон запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение сельхозпалов и выжигание сухой травяной растительности. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность, а сельхозпредприятия могут лишить средств господдержки. В некоторых порядках Министерства сельского хозяйства в 5 субсидиях, получается, требуется предоставление документов об отсутствии привлечения претендента-получателя субсидии по отжигу сухой травянистой сухой травы. В связи с этим рекомендуется всем не проводить сельхозпал на территории нашей республики Саха-Якутия, так как это влечет большие пожары на территории республики. Были случаи, когда из-за сельхозпала были очаги возгорания больших лесных пожаров. На физические лица штраф составляет до 5000 рублей, а юридическим лицам до 1 миллиона. Если сельхозпал повлечет крупный пожар и приведет к человеческим жертвам, виновники пожара понесут уголовную ответственность. Лена Андреева, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. Кабинет министров направит 4,5 миллиарда рублей на строительство школ в 7 регионах, в том числе и в Якутии. Продолжаем строить в стране школы, чтобы наилучшие условия для образования были у детей всех регионов. Правительство приняло решение перераспределить свыше 4,5 миллиардов рублей 7 российским субъектам, приводятся слова премьера Михаила Мишустина. Премьер уточнил, что средства на строительство школ получат Якутия, Приморский край, Республики Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, а также Владимирская и Пензенская области. Продолжается онлайн-голосование по отбору территории для благоустройства. Свыше 34 тысяч якутян приняли участие во всероссийском рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. В республике общее количество голосов 44% от общего объема, необходимого для положительного решения, то есть меньше половины. Напомним, голосование стартовало в апреле в 21 муниципальном образовании Якутии. Все желающие могут отдать свой голос за общественную территорию на сайте 14.городсреда.ру до 31 мая. Программа
за время реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды показала себя супер востребованной. То есть это то, о чем люди говорят постоянно. И надеюсь, что начало следующей недели у нас результаты будут гораздо выше. Ну, еще раз скажу, что, конечно, это прежде всего программа для населения, и населению надо помочь и дать возможность проголосовать комфортно, правильно и своевременно. В республике отменен режим повышенной готовности по коронавирусу. В течение 3 лет врачи боролись за жизнь и здоровье якутян. Одной из тех, кто посвятил себя борьбе против болезни, стала Татьяна Барашкова. Чем особенно запомнился период пандемии? Об этом в сюжете Галины Чекуровой. Период коронавирусной инфекции начался внезапно, а в марте 2020 года всемирно объявили о начале пандемии. Все сотрудники медицинской отрасли отодвинули на второй план свою личную жизнь. Так поступила и Татьяна Барашкова, заведующая отделением пульмонологии Якутской республиканской клинической больницы. Ну, конечно, в первые дни в 2020 году все это началось у нас 17 марта 2020 года. Конечно, поток больной был очень большой, несравнимо с тем, что вот сейчас происходит, конечно. Мы вот сейчас, когда мы вспоминаем про этот период, мы сейчас даже не можем представить, как мы тогда работали, да? Полгода жили вне нашей семьи. Работали практически без выходных, то есть суббота, воскресенье у нас такого отдыха у нас вообще не было. Мы каждый день приходили сюда с утра до вечера, с 7 часов у нас рабочий день начинался. За 3 года работы красной зоны пульмонологического отделения лечения прошли порядка 7000 человек. Ежедневно в больницу поступало около 30 больных. Днем и ночью сотрудники медицинского учреждения сражались с болезнью за жизнь якутян. Максимально у нас было 180 коек. И плюс 40 коек реанимационных. Реанимация, отделение анестезиологии реанимации, да. Поэтому нагрузка, конечно, была колоссальная. В первую очередь на наш средний медперсонал и на наших санитарочек. Вот. Потому что пациенты были практически все лежачие, кислородзависимые. То есть к каждой кровати был подведен кислород, кислородная консоль. И практически пациенты без кислорода не могли дышать. Татьяна Викторовна отмечает, что полгода работала без выходных, потому что понимала всю ответственность перед горожанами и безоговорочно исполняла свой врачебный долг. На данный момент в Якутске продолжает работать красная зона, но количество заболевших и необходимых для них коек сократилось более чем в 3 раза. На сегодня снят Всемирной организацией здравоохранения, снят статус пандемии COVID-19. Да? Мероприятия по эпидемиологической ситуации, мониторирование. Это все у нас сохраняется. И все-таки пациенты с ковидной инфекцией у нас на данный момент, на сегодняшний день, они выявляются в тяжелой форме. И вот эти все пациенты, они лежат у нас в инфекционной больнице, нашей республиканской клинической больнице. Это единственное отделение на сегодняшний момент, которое занимается лечением пациентов с COVID-19. 3 года коронавирусная инфекция держала весь мир в страхе. Люди соблюдали все необходимые профилактические мероприятия. Но за здоровье тех, кто заболел, позабыв о своей личной жизни, еде и сне, смело боролся весь медицинский персонал. Отметим, что несмотря на отмену пандемии, каждому человеку необходимо быть осторожным и следить за своим здоровьем. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. К другим темам. В Нерюнгри прошел автопробег в поддержку участников специальной военной операции. Участие в акции приняли более 6 десятков машин и около 100 человек. С флагами России, Якутии, Нерюнгринского района и разных родов войск участники автопробега начали путь с улицы Мира и проехали по основным улицам города. Путь колонны составил 10 километров. Среди участников автопробега военнослужащие, их семьи, ветераны общественной организации ветеранов боевое братство, жители города Нерюнгри и Нерюнгринского района. Мы собрались, нас много ребят, которые все-таки также поддерживают, и также у кого-то, в каждой семье кто-то там на войне, как говорится, трудится, служит, защищает нас, и таких людей много, и все считают правильно хоть как-то поддержать их морально просто, чтобы они знали. Так и должно быть, чтобы мы были все вместе, всегда и во всем, и везде, и наших ребят вместе все поддерживаем. Все мы вместе с ними, мыслями, душой, молитвами.
Герои Победы Алданской земли. Под таким названием вышла в свет книга, повествующая о людях, которые ковали победу как на фронте, так и в тылу. В число первых читателей вновь изданного произведения вошли и наши коллеги. В сохранении истории и передаче памяти потомкам состоит одна из важнейших миссий современников. О людях, в кровопролитной схватке с фашизмом, отстоявших для потомков мир и покой, повествует книга «Герои Победы Алданской земли». Ее страницы рассказывают о людях, которые ковали победу на фронте и в тылу. Нашего отца забрали в 1945 году, и я больше его не видела. Было очень нам трудно. Я-то не помню, но мама рассказывала, что ей было очень трудно нас воспитывать. Вновь вышедшие в свет издание авторы-составители представили алданцам на презентации. В книге собраны порядка 80 историй. Сбор информации шел по разным направлениям. Авторы изучали публикации, работали в архиве и беседовали с ветеранами и их близкими. С Галиной Ивановной беседовали о жизни, о поднятии целины, как я жила в сельской местности, в колхозе работала, все делала. И доила, и поила, и сакманила, и на прицепе была, и на комбайне под соломой была, и что только не делала. Над книгой «Герои Победы Алданской земли» трудились 7 авторов, которые являются членами литературного объединения «Самородок». Поэты и писатели неоднократно становились лауреатами и победителями российских литературных конкурсов. Сбор информации шел очень долго, потому что с 2019 года я писала статьи о наших ветеранах. То есть это ветераны труда, это вдовы, это ветераны тыла, это участники войны. Выпуск книги стал возможным благодаря средствам гранта главы Алданского района. Проект, разработанный литературным объединением «Самородок» совместно с Советом ветеранов, стал одним из 8 победителей. Процесс создания книги, по словам авторов, захватывал их полностью. Когда разговариваешь с глазом на глаз с человеком, то есть собеседником, он рассказывает такие вещи, о которых потом очень интересно читать. Но это как раз о войне, что действительно было трудно. Они все об этом говорят в открытую. И поэтому, чтобы молодежь наша знала, поэтому эта книга не только для населения, она и для молодежи в основном. К реализации проекта присоединилась Алданская детская школа искусств. Юные художники готовили иллюстрации к книге. Создатели труда убеждены, работа в данном направлении продолжится. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мастера своего дела выберут в Якутске. Так в столице стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года». В нем принимают участие преподаватели профессиональных учебных заведений со всей республики. Подробности в сюжете Марии Кардашевской. 28 мастеров производственного обучения со всей республики подали заявки на участие в конкурсе «Мастер года». Они представили видеоролики на тему «Мое педагогическое кредо», в которых раскрыли свои секреты преподавания и любви к профессии. В финал вошли 11 конкурсантов. Теперь им предстоит провести открытые уроки в виде мастер-классов. Хочу себя проверить, смогу ли, не смогу. Должны показать, как мы уроки ведем, технологии новые, может какое-то внедрение сделать. Есть, конечно, минусы, и у меня тоже минусы есть. Конечно, это у всех бывает. Будем учиться, смотреть, как они преподают, что-то новое. Подготовка автомобильного крыла к покрытию грунтом, ультразвуковой метод контроля, диагностирование оборудования автомобиля – это лишь немногие из тем, которые затронут в течение 4 конкурсных дней на образовательных площадках города. Примечательно, что наши конкурсанты преподают свои мастер-классы на совершенно новой аудитории для студентов из других образовательных организаций. Поэтому здесь, конечно, от наших конкурсантов требуется очень большое педагогическое мастерство, профессиональные компетенции высокие, и, конечно же, психологические моменты, когда нужно очень быстро наладить контакты с новыми ребятами. Региональный конкурс «Мастер года» проводится в республике в 3-й раз. В этом году он впервые проводится очно. По итогам регионального этапа традиционно будет определен победитель, который поедет представлять республику в финале. Мария Кардашевская, Семен Афанасьев, Якутск.
Теперь о человеке, который уже победил и в первую очередь самого себя и свои страхи. Якутянин Евгений Кривошапкин достиг вершины горы Эверест. Первый житель Якутии и первый представитель народа Саха Евгений Кривошапкин в ночь 14 на 15 мая достиг вершины самой высокой точки мира – горы Эверест высотой более 8 километров 800 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале, посвященном его экспедиции. Теперь они на спуске. Молимся, чтобы все прошло хорошо, пишут администраторы канала. Евгения Кривошапкина сопровождают личный гид, известный альпинист из Непала и руководитель команды восхождения на Эверест, многократная рекордсменка мира по альпинизму Оксана Морднева. Ну а в Мирном завершился открытый турнир района по хоккею с шайбой среди ветеранов. Соревнования на призы Вячеслава Штырова посвятили победе в Великой Отечественной войне. Подробности ледовых сражений у Анны Васильевой. На ледовой арене спортивного комплекса «Кимберлит» завершился хоккейный турнир среди любительских команд ветеранов старше 40 лет. В соревнованиях, длившихся 2 дня, приняли участие команды из Мирного и Ленска. Я пришел поболеть за мирнинскую команду. У меня на воротах стоит Женя Бугашей. Играет в этой же команде Косовец Георгий. Люблю хоккей, болею за нашу команду. Вот мой родственник Игорь Крюков. Всем передаю привет и приглашаю всех болельщиков хоккея поприсутствовать, чтобы здесь в Мирном больше развивался хоккей и тому подобное. Команды играли по круговой системе. В ходе жаркой борьбы мирнинцы взяли кубок турнира. Серебро у ленчан и замкнули тройку медведи. Лучшим вратарем признан Бугашеев Евгений, и глава Мирнинского района от имени Вячеслава Штырова вручил ему вратарскую клюшку. Ну а лучшим игроком стал Косовец Георгий из Мирного. Ветеранские турниры, они всегда влияют на развитие хоккея. Чем больше родителей, чем больше родителей участвуют в турнирах, тем больше молодых людей привлекают. У нас у ветеранов проходят тренировки 3 раза в неделю. Мы занимаемся по 1,5 часа. Все хоккеисты-ветераны получили еще колоссальный заряд энергии и положительных эмоций от общения на льду с единомышленниками и такими же любителями хоккея с шайбой. Анна Васильева, Мирный. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.